В Казани открыли новую мечеть в Советском районе. Такая позитивная, добрая новость, как бальзам на душу. Особенно сейчас, когда обстановка напряженная, суровая и не до развлечений. Понимая все это, люди отказываются от торжеств, помпезных открытий, но жизнь-то продолжается. Развивается экономика, появляются новые объекты. И вот еще одна мечеть в столице, на открытии которой побывал и Рустам Минниханов. Ну и наша съемочная группа. Давайте вместе посмотрим и порадуемся. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Устремленные ввысь минареты небесного цвета и божественной красоты вид на Казанку. Мечеть Рауза и аккуратная, и статная, и величественная, и по-домашнему теплая. Она появилась в столице Казани, как говорится, в нужном месте в нужное время. На улице Сеченова, по соседству с административными зданиями, выходом на железную дорогу. Кто-то скажет, не самое очевидное место для дома Аллаха, и будет неправ. Мечеть именно там, где она и должна быть, где ее ждали, где ее хотели видеть, где она востребована. Удивительно, но еще полгода назад Гульнур Камалова вместе с мамой, проезжая на поезде, заметили возвышающиеся минареты. Тогда уже дала слово: приду обязательно посмотреть на эту красивую мечеть. Гульнур живет в Советском районе. И, конечно, ей хорошо известно, что поблизости нет даже крохотной мечети, а тут такой религиозный храм. Да еще с прекрасным женским именем Рауза. Каждый захочет сюда прийти, посмотреть, окунуться. Это атмосфера, это среда, которая дает тебе силы. Звуки азана теперь слышны по всей округе, зазывая прихожан на молитву. Среди почетных гостей в день открытия и президент Татарстана Рустам Минниханов. Экспресс-экскурсия по мечети заняла буквально несколько минут, но этого времени хватило, чтобы оценить всю красоту, величественность и функциональность религиозного храма. Мы же приехали сюда накануне, чтобы, что называется, в деталях познакомиться с мечетью и ее функционалом. Экскурсию для нас, как и для президента, провел имам-хатыб мечети Ильнур Хазрат Вафин. Мечеть названа в честь мамы Радика Гайзатуллина, министра финансов Татарстана. Рауза Ханум недавно отметила свое 90-летие. И это, к слову, не первая мечеть семьи Гайзатуллиных. Еще одна в честь отца Рауфа Абы построена в деревне Новые Тинчали Буинского района. Уже при самом входе наглядное наставление сыновьям и дочерям о роли и значении мамы в жизни каждого человека. Тут не просто про религию, тут и про язык, и про динем, телем, милләтем, минем сиңа әманәтем, киләчәк буыннарга тапшыр, тамырларда яшәү кеше киммәсен. Это аяты из Корана, посвященные матерям и отцам, родителям. Здесь вот Ибрахим 41 аят, здесь Аль-Исра 23-24 аят. Мечеть построена практически в чистом поле, в сжатые сроки всего за 1,5 года, о чем напоминает вот этот инфомат. Здесь вот как мы начинали строить мечеть, возведение фундамента, возведение стен. Само здание проектировал Татинвест Гражданпроект, но Ильнур Хазрат не без гордости вспоминает, что с самого начала он и его сподвижники были верными помощниками профессиональных строителей и архитекторов. Тщательно подбирали материалы, определяли функционал помещений, многие детали того же гардероба или комнаты для омовения Ильнур Хазрат разрабатывал лично, иногда споря со строителями, убеждая их в своей правоте. Здесь 14 сидений для тех, кто берет омовение. Вода приходит сразу подготовленная, то есть уже такая теплая, чтобы не надо было регулировать, там искать, кому-то холодно, кому-то горячо. Сразу люди открывают, и чтобы удобно было садиться и ноги вот сюда ставить и мыть спокойно.
Основным требованием было обеспечение удобства прихожан и мужчин и женщин, и слава Аллаху, говорит Хазрат, все получилось так, как задумывали. Величественный молельный зал, в убранстве которого использовали исключительно татарские орнаменты и цвета, основной – зеленый. Везде это у нас вот татарские орнаменты и татарские цвета. Вот то, что мы хотели здесь, все это получилось, альхамдулилля. Особенность молельного зала – отсутствие люстры. От нее отказались сознательно, рассказывает Ильнур Хазрат, чтобы еще больше передать красоту купола. В самую верхнюю часть поставили из суры Нур, там аят начинается, Аллах освещает землю и небеса. Вот этот аят, начало вот этого аята поставили прямо в верхнюю часть. Уже вот не открылись мы, уже еще люди приходят, даже те, которые вот даже вот здесь рядом работают, они уже приходят. Можно, говорит, никак у вас провести. Классы, оснащенные самой современной аппаратурой, мечеть Рауза, вне всяких сомнений, будет востребована у мусульман и станет местом притяжения для всех казанцев, как мужчин, так и женщин. Радик Гайзатуллин в день открытия хоть и был воодушевлен, виновником торжества себя не считает. Говорит, мечеть не только и даже не столько моя заслуга и заслуга моей семьи, а плод труда и забот всех меценатов и благотворителей, кто участвовал в этом благом деле. Многих из них Радик Рауфович перечислил лично, список оказался длинным. Мағановна Ульфачный десем келе, Альберт Кошабович, Руслан Султиев, Рустам Нуркасимович, Гузелия Мухарлямовна, ondan indi Zəfər Fənil Şiqarayev, ondan bizden indi big zor ilişkirdi Taxudinov Şəfəqət Fəxrəzoviç, onların reis Rəmis Reisoviç, Albert Şamiloviç, mənim başında bu kişiler big zor yardım kulu sözdılar. Hem indi şuna da köredir indi. Nindidir maddi katkılık bulmadı. Hem bu meçet tez arada sifallı ettirip tezilinin bir ilişki oldu deyip sanayım. Каждому, кто здесь участвовал, хоть положил один кирпич, проспонсировал хоть один кирпич или один гость, он за это тоже, Аллах берса, увидит награду. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.